Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Установившаяся жаркая погода способствует возникновению сухих гроз. В свою очередь это становится причиной большинства лесных пожаров. Но нередко виновниками лесных возгораний становятся люди. Какие меры принимаются по профилактике лесных пожаров и защите населенных пунктов от пожаров органами прокуратуры, расскажет гостья студии Майя Колесова, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики. Майя Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие же меры принимаются органами прокуратуры в целях недопущения ущерба лесному фонду от пожаров? Ежегодно органами прокуратуры до начала пожароопасного периода принимается комплекс мер, направленный на сохранение лесов и населенных пунктов от природных пожаров, возникших как по природным причинам, так и от неосторожного поведения людей. В 2022 году в целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров принято 590 актов прокурорского реагирования. В 120 случаях прокурор обратился за устранением нарушений в суд. Указанными мерами в населенных пунктах обеспечено обустройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, также обеспечена работоспособность системы оповещения населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров. Также населенные пункты обеспечены наружными источниками водоснабжения на случай возникновения возгорания. Также по настоянию прокуроров на местах проведены дополнительные осмотры лесных участков с привлечением территориальных лесничеств, которыми проведена проверка в местах, где ранее проводилась лесозаготовка гражданами на предмет наличия порубочных остатков, иных загрязнений, которые бы могли поспособствовать разрастанию площади лесных пожаров. Можно ли привести примеры в этой связи? Да, примеров много. К примеру, прокурором Верхневилюйского района по итогам проверки установлены случаи, когда органы местного самоуправления не были обеспечены минерализованные полосы, то есть в населенных пунктах, подверженных к возникновению таких возгораний. В этой связи прокурор района обратился в Верхневилюйский районный суд с исковым заявлением, которым он оспорил бездействие органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в части защиты лесов от лесных пожаров, населенных пунктов от лесных пожаров, а также с данным исковым заявлением он возложил обязанность через суд на муниципальные органы привести в соответствие данные минерализованные полосы для защиты населенных пунктов. Скажите, какие виды ответственности предусмотрены законом за допущение пожара в лесу? За причинение ущерба лесному фонду предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Как правило, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах меры принимаются органами МЧС, отделом надзорной деятельности. Граждане привлекаются к ответственности, как граждане, так и организации, учреждения, должностные лица. Также предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в случаях, если возникновение пожара не причинило крупного значительного ущерба для лесного фонда. В случае все-таки, если неосторожное поведение граждан послужило причиной возникновения пожара, причинившего ущерб лесному фонду, в данном случае уже Уголовным кодексом Российской Федерации установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 261, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Напомню еще, что за административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности наступает, как правило, в виде штрафа, размер которого достигает до 2 миллионов рублей. В каком случае наступает уголовная ответственность? Уголовная ответственность наступает, если в результате неосторожного обращения с огнем причинен значительный ущерб лесному фонду. Административная ответственность, напомню, что также предусмотрена для должностных лиц органов местного самоуправления, как правило, руководителей комиссии по чрезвычайным ситуациям, в случае, если в преддверии пожароопасного периода либо его течения населенный пункт не был надлежащим образом готов к таким происшествиям.
За последнее время сколько граждан уже было привлечено к ответственности в результате возникновения лесных пожаров по их вине? Если переходить к общей статистике, я скажу это в динамике. К уголовной ответственности в 2019 году привлечено 2 человека, в 2020 году 3, а в 2021 данное их число уже достигло 12. Если говорить о статистике по административной ответственности, то в 2021 году к такой ответственности привлечено 90 граждан, на которых наложены штрафы в размере 347 тысяч рублей. В 2020 году таких граждан было 47, и общий штраф наложенный составил 129 тысяч рублей. А кто возмещает ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты государства на тушение лесных пожаров? В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации причиненный ущерб, а также затраты на тушение лесных пожаров подлежат взысканию с виновных лиц, то есть граждан, в результате неосторожного поведения которых произошел данный лесной пожар. Данная сумма возмещения максимально не ограничена, то есть судами взыскивается данный ущерб в полном объеме. Скажите, в каком порядке все это дело происходит? Ведь понятно, что это процесс, который состоит из многочисленных этапов. Прежде всего рассматривается вопрос о добровольном возмещении гражданами, вина которых установлена в причинении лесного пожара, но вместе с тем данный порядок не всегда является действенным. В таком случае в ходе рассмотрения уголовного дела, как правило, прокурор предъявляет иск гражданский, и одновременно с постановлением приговора по данному делу, либо другого обвинительного решения, с данного лица одновременно взыскивается причиненный ущерб. Этим процедура возмещения ущерба лесному фонду не заканчивается. Также после проведения работ по тушению лесных пожаров с виновника также взыскиваются затраты. В размер затрат включается, конечно, работа граждан, которые были привлечены к тушению данного пожара. Также получается сумма на их содержание, в том числе на питание, на использованные горюче-смазочные материалы. Удается ли взыскивать ущерб подобного характера, и в каких суммах он исчисляется на практике? Если говорить о статистике взыскания, то в 2020 году только органами прокуратуры взыскан ущерб лесному фонду с 11 виновных лиц общей суммой в 6 миллионов 451 рубль. В 2021 году сумма возмещения с 4 установленных лиц составила 1 миллион 250 тысяч рублей. В 2022 году, получается, за первое полугодие, данная сумма составила более 3 миллионов, но еще 5 исков находятся на стадии рассмотрения судом. Скажите, согласно статистике у нас такие поразительные данные. Растет количество тех, кто несет ответственность, увеличивается количество выплачиваемых сумм. С чем можно связать такое безответственное отношение человека к природе? Прежде всего, это небрежное поведение граждан, которые по каким-то причинам полагали, что по их вине пожар произойти не может. То есть причины возникновения пожара самые обычные. То есть это может быть костер, это может быть выжигание травы в сенокосных угодьях. Также даже имеются случаи, когда ущерб в размере 223 миллионов рублей в одном из районов республики причинен в ходе работы с бензопилой. То есть гражданин на сенокосных угодьях распиливал деревья, и в результате произошли 2 таких пожара, которые общий ущерб составил 223 миллиона рублей. Учитывая статистические данные, есть уже готовый усредненный портрет того злостного нарушителя? Как я уже сказала, причины возникновения пожара самые разные, но если прийти к усредненным данным, то все-таки больше причин возникновения, причина — это разведение костров, в процессе отдыха, в процессе кошения сена, в процессе проведения других работ по лесозаготовке. А как муниципальные образования несут ответственность за то, что происходит на лесах их территорий? Органы местного самоуправления в преддверии пожароопасного периода обязаны провести
комплекс работ по недопущению возгорания в лесах, также защиты населенных пунктов. То есть до начала пожароопасного периода, то есть начиная буквально с марта года, начинаются работы по обустройству мелиоризованных полос, по планированию работ, по обустройству противопожарных разрывов, по обеспечению работоспособности системы оповещения населения. Также проводятся, конечно, контрольные мероприятия на предмет наличия источников наружного пожара, водопожаротушения. И в целом также действует план тушения лесных пожаров, который конечно, в каждом муниципальном образовании имеется своя комиссия по чрезвычайным ситуациям и имеется план гражданской обороны и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, который в обязательном порядке подлежит согласованию с органами МЧС. Профилактическая работа по недопущению лесных пожаров – это комплексная мера или каждая организация, каждое управление действует отдельно от других? Просвещение по данной теме проводится в каждой организации, то есть это те данные, которые должны быть доведены до каждого гражданина. Каждый гражданин должен быть осведомлен о правилах поведения в лесах, о том, что также ему должно быть известно, что за одну неосторожность можно понести такую ответственность, как уголовную, так и административную, так и материальную ответственность. Майя Владимировна, и напоследок, какие напутственные слова, какие пожелания вы могли бы передать нашим телезрителям, включая наши беседы? Я бы хотела пожелать не использовать огонь вблизи лесов, необходимо быть особо внимательным, поскольку одна неосторожность, как я уже сказала, может повлечь такие серьезные последствия для наших лесов. Мы должны принимать все меры, чтобы наше поведение не явилось следствием причинения такого события, как лесной пожар и нанесения такого ущерба. Благодарю вас, Майя Владимировна, за содержательную беседу и спасибо, что согласились стать гостьей нашей студии. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.